Пройдя все меры безопасности, Магомед Хидриев исполняет свой гражданский долг. Чтобы избежать длинных очередей, он решил сходить на избирательный участок до 1 июля, основного дня голосования. И неважно, за или против поправок, но прийти и выразить свою позицию обязан каждый, считает дедушка. Ведь это наша страна, и мы сами должны определять будущее ее главного закона. Поправка о местном самоуправлении. Эта поправка хорошая, она стала государственной структурой. А муниципалитет – это самоуправление, местное самоуправление. Если станет оно частью государственной власти, то получит соответствующее финансирование, бюджет и так далее. Общественности для города, значит, самый важный пункт, на мой взгляд. На УИКе 612 голосует еще один общественный деятель города Иса Чехкиев. Признается, что за эти изменения голосуют всей семьей. И ряд предлагаемых поправок в статье основного закона считает особенно значимыми. То, что нерушимы границы, что это все национальности равноправные. Все, что для народа, для пользы народа, это отлично. А что против народа, это неприемлемо. Я считаю, что это поправки в пользу народа. А члены комиссии сегодня отпускают избирателей не с пустыми руками. Хотели мы небольшой такой презентик вам подарить в честь такого торжественного дня. Это вам подарочек. Спасибо. На УИКе 612 зарегистрировано более 2000 избирателей. Здесь признаются, с выходных дней явка голосующих значительно возросла. Избирателей принимают 10 членов комиссии. Так как угроза новой инфекции еще не отступила, они все защищены. Сам участок полностью оснащен для проведения всероссийского голосования. Также обеспечен средствами индивидуальной защиты. Как отмечают члены комиссии, граждане с пониманием относятся к новым требованиям безопасности. Они только заходят, они средствами защиты обрабатывают руки, сразу просят перчатки. Даже мы ничего не предлагаем, они сами дайте нам перчатки. Они уже знают, что были обеспечены все участки средствами защиты. За ходом голосования следят и наблюдатели от общественной палаты. Их около 500 тысяч на избирательных участках по всей стране. Все они обучены и точно знают, каких нарушений нельзя допускать на территории УИКов. А чтобы избиратели соблюдали все меры санитарной безопасности, тщательно следят и волонтеры. Всех голосующих пропускают только измерив температуру и вручив средства защиты. Хадижа Албагачиева уже несколько лет занимается добровольческой деятельностью. Признается, быть полезной для людей общество доставляет ей удовольствие. За изменения в Конституцию страны тоже уже проголосовала. Рада, что тема институтов добровольчества не осталась без внимания. Предлагаемая поправка в статью 114 о поддержке волонтеров на государственном уровне считает необходимой. Потому что волонтеры играют довольно значимую роль в культурно-массовой деятельности на любом мероприятии. Они играют довольно важную роль в формировании гражданского общества. А Иса Чехкиев в большей степени поддерживает поправку об индексации пенсий и поддержке трудящихся и призывает всех проявить гражданскую активность. Очередной день голосования без эксцессов проходит и на избирательном участке 302. Здесь свой гражданский долг исполняет и председатель Верховного суда Ингушетии. Ибрагим Фаргиев отмечает, практика внесения изменений в Конституцию с начала 21 века применяется во многих продвинутых странах, и что конституционная реформа – совершенно нормальное и необходимое явление для России. Значимость поправок внесения в Конституцию Российской Федерации исключительно велика. Это наш выбор. Выбор за лучшую жизнь в Российской Федерации, за лучшую жизнь в Республике Ингушетия. Конституционные реформы, они характерны не только для Российской Федерации, но и многих стран. За последние 5 лет внесены изменения в Конституции Италии, Франции, Словакии, Венгрии, Люксембурга, ряда других государств. Только лишь в 21 веке свыше 20 государств приняли новую конституцию. Поэтому конституционная реформа – это нормальное явление. Установление контроля над национальными интересами, нашими национальными интересами,
это важная задача нашего народа, и никто другой за нас это не сделает. Поэтому, конечно же, я сделал свой выбор в интересах Российской Федерации и нашего многонационального народа, и также составной части России, народа Республики Ингушетия. Важность этих изменений подчеркивает и директор научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Акриева. Нина Барахуева сегодня голосует и на избирательном участке 301. Ознакомившись со всем предложенным пакетом поправок, выделяет изменения, касающиеся развития науки, и поправки в статьи 68 и 69. Это статьи, которые непосредственно касаются сохранения национальной самобытности, народностей, населяющих нашу страну. Этих народностей, как известно, в нашей стране более 190 сегодня. И внесение вот этих поправок, которые гарантируют возможность сохранения национальных языков в качестве государственных языков субъектов Российской Федерации, возможность сохранения национальной культуры каждого народа, который проживает в нашей стране многонациональной, и возможность сохранения вот этого национального многообразия сегодня будет уже гарантировано основным законом Российской Федерации, соответственно, находиться под защитой Конституции Российской Федерации. Россияне считают, необходимость внести поправки в основной закон страны назрела давно. Ведь официально действующая Конституция вступила в силу с 1993 года. С тех пор никакие изменения в этот документ не вносились. Граждане уверены, все предложенные изменения актуальны на сегодняшний день. Диана Дударова, Ахмед Гандаров. Новости 24.